мое предположение оказалось, в общем-то, не случайно, потому что, оказывается, на пчелах его уже испытали. Испытали его еще в 2007 году в городе Бердск. У меня есть здесь, можно будет почитать, конечно, на всех у меня не хватило возможности распечатку сделать некоего отчета по испытаниям полимера и сополимера. Вот. Но я хочу начать с названия, собственно, ПДМПГ. Что такое полимер ПДМПГ? Я учила долго, значит, это сочетание, значит, букв вот этих вот. И за этим, значит, названием вот такая расшифровка, то есть формула, по сути дела, да, это поли-Н, N-диметил-3, 4-диметиленпиролидиния, галогенида. Вот это ПДМПГ. То есть если, ну, здесь наверняка среди вас достаточно много людей, которые гораздо лучше меня понимают, что это такое на слух, по крайней мере. Вот. И, собственно, с чего началось мое знакомство с этим полимером? Просто мне на Facebook вдруг пришло сообщение, такое серенькое, значит, адрес сайта, который я вам сейчас хочу показать вот здесь на экране. Сейчас нам Николай Пантелеич поможет. Меня просто потянуло, какое-то любопытство сработало, что-то вот прислал человек без всякого совершенно, без сопровождения абсолютно. Просто прислал, типа, захочешь, посмотришь. Я захотела и посмотрела. И на этом сайте, сейчас мы его увидим, как он выглядит. Вот. То есть Центр научно-исследовательский институт, Центр упреждающих стратегий. И мы с подругой стали изучать этот сайт, и вдруг наткнулись здесь на такую, значит, рубрику. Можно подвинуть вниз? Вот, еще. Стоп. Вот, ниже. Вот, живые полимеры. Жизнеподдерживающие полимеры. Нам стало интересно, потому что наверняка речь о здоровье. И вот сюда можно теперь зайти? Видимо, не дает, зайти не дает. Вот если только вот сюда. Давайте сюда. Да, вот. И вот здесь, значит, вдруг идет текст, значит. В середине прошлого века перед учеными ведущих стран мира стояла задача обеспечения выживаемости человека, окружающей его экосистемы, флоры и фауны в период после применения оружия массового поражения ядерного, химического, бактериологического. Ну, речь не идет о прямо ядерной войне, но ведь сколько испытаний было, да, вы же все знаете, что в 60-х годах, и тут наверняка люди сидят, которые рождены в 60-х годах, я, например, 61-го года. Вот. И все мы, в общем-то, на себе испытали вот это воздействие вот этих последствия этих ядерных взрывов на здоровье на нашем, это очень сказалось. И вот в результате, значит, выпускают фундаментальные прикладные исследовательские работы, направленные на решение поставленной задачи, осуществились в течение более чем 30 лет. И в общем, было создано вот это вот вещество, новый класс веществ, так называемый, да, живые полимеры, за которые, значит, участники этого проекта получили даже государственные премии. Вот, значит, давайте перейдем к, вот там есть, вот, ПДМПГ, полимеры, вот здесь, это слайд. Собственно, информации очень мало. Я пыталась побольше найти. И очень странная ситуация. С одной стороны, я напрямую связана с производителем, то есть я получаю этот полимер, причем бесплатно. Получаю
А узнать о нем подробно очень сложно. Со мной разговаривают, конечно, как в детском саду, то есть никаких подробной информации мне не дают. Но я знаю, что... Военное производство. Ну да, стратегическое, не просто военное, а в связи с тем, что в 1985 году как-то все вот у нас рухнуло тогда, да, и производство, оно свелось к нулю, то есть вообще по всем параметрам, все, что связано вот с этими живыми полимерами, просто свернулось совершенно, и уже потом где-то, ну вот уже в нашем веке, да, уже в этом веке, когда образовалось вот это вот общество, Центр утверждающей стратегии под руководством Макова Бориса Викторовича, которого я тоже лично знаю, вот, они возродили производство вот этого полимера, и они его улучшили и добавили еще какую-то информационную составляющую, то есть нашли способ накладывать информацию. И сложилась такая ситуация, что, в общем-то, охотно покупают его китайцы, но при этом они пытаются воспроизвести сами, но у них не получается такой полимер, как у нас, потому что они не знают секретов, которые наши никому не разглашают. А за секретами этими, в общем-то, и гоняется и Израиль, и даже есть жертвы с нашей стороны, то есть люди были просто некоторые убиты, за которыми, ну, которые стоят где-то вот у секретов этого производства. Вот. Поэтому со мной разговаривают очень скупо на эту тему. Можно немножко покрутить? Здесь вот указаны люди, которые занимаются. Но вы уж не выпытывайте секреты. Ну, это может быть кто-то из вас их выпытает, если Нет, кто-то мы не западет на хотим. эту информацию и захочет пользоваться Поступят с полимером. нами, как с израильцами. Применение в сельском хозяйстве. Нет, пчеловодство конкретно. Конкретно в пчеловодстве, вот здесь у меня есть отчет. Значит, государственная организация научного обслуживания, Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция имени Мичурина, ГНУ НИИСС, вот город Бердск. Значит, утвердил этот отчет некий директор станции А.М. Белых. И Бердск, если кто-то помнит карту, и этот город, он находится где-то вот на уровне Челябинска, да, то есть если представить себе природу, в которой происходили эти испытания, да, то они где-то, ну, может быть, ну, в условиях Сибири, конечно, еще, но с другой стороны там он стоит на Новосибирском водохранилище на Оби, поэтому там достаточно влажно, в общем-то, да, вот, ну и какая там температура в Сибири. Это континентальный все-таки климат, несмотря на то, что там водохранилище. То есть вы имеете представление, как там могут чувствовать себя пчелы. Ну, вот. И, значит, здесь отчет, он небольшой. Ну вот, зачитывать. Я думаю, что вы ознакомитесь с этим. Вот просто. А вы Это какая? Из этого полимера уля, что ли, делают или что? Нет, ульи не делают из этого полимера. Ну вот смотрите, А вот, к чему надо это вот всё? смотрите, вот у меня сейчас вот находится, вот это вот здесь полимер находится, то есть просто вот таким распылением, Так. допустим, вот я распылила, где-то метра два около меня чисто, то есть это... Пчеловодство применение это какое? Вот сейчас я к этому подошла. Применение пчеловодства. Сейчас я вам сейчас зачитаю, как его применили. То есть применяемый высокоэффективный экологический препарат, ну здесь тоже его название идет, похоже, скорее всего, это на основе было сделано этого ПДМПГ. Вот, на основе природного полимерного консерванта использовали для обработки поверхности помещений судохранилища, стенок ульев, положков, прилетных досок, суши, я не знаю, что это такое, кстати, вы знаете, да, пчеловодческого инвентаря, в автопоилках и подкормках медоносных пчел
И так, значит, в концентрации 0,1-3% однократно в зависимости от количественного и видового состава микроорганизмов, контаминирующих обрабатываемых объектов. Как показали наблюдения, используемый полимер является антисептическим средством широкого спектра действия в отношении как грамположительных стафилококки, стрептококки, пневмококки, бациллы и другие, так и грамотрицательных бактерий, сальмонелл, кишечной палочки и других, а также простейших плесени и микроскопических грибов различных видов, действуют губительно на возбудителей гнильцовых и микозных заболеваний, медоносных пчел. Полимеры сополимер оказались также эффективны против трансмиссивных споровых микроорганизмов и микробактерий туберкулеза, споры которых обнаружены на медоносных пчелах. Отмечен их перенос особями заболевания человеку. Полимер выраженно устранял факторы переноса возбудителей заболеваний и тем самым препятствовал развитию эпизодических очагов. Таким образом, препарат активен против широкого спектра вирусов, бактерий и грибов, в том числе в отношении антибиотикоустойчивых микроорганизмов. Разработанный и апробированный нами препарат, полимер имеется в виду, да, комплексного системного действия растительного происхождения. Препарат применяли в условиях пасек в виде его препаративной формы в 0,1% концентрации в период весенней обработки методом скармливания предварительно приготовленной медово-сахарной лепешки и расчета 2 кг на пчелиную семью. Сейчас еще абзац дочитаю. Да? Производственные испытания подтвердили, что препарат, в отличие от известных химических средств, не имеет токсических свойств и относится к безвредным веществам, обладает выраженным микорицидным и фунгицидными, протоцидными и иммуностимулирующим действием, действующими началами. В препарате составляют композиции из веществ, входящих в состав эфирных масел растений. Тут, значит, перечислено 1,6 углеводы, альфа-пенин, бета-пенин, бета-мирцин, гамма-терпенин, тут какая-то буква непонятная, цимол, централидот. При проведении ветеринарно-санитарных обработок полимером медоносных пчел и их расплодов установлен эффект стимулирования развития пчел, улучшения качества продукции. И далее здесь идут таблицы эффективности применения, значит, полимера и сополимера. Здесь даже человек, когда мне пересылал, он даже тут меня попросил: Татьяна Галиевна, прошу в докладе заменить название на полимер и сополимер. То есть, видимо, может быть, не какой-то шаблон использовали для того, чтобы отчитаться, да, поэтому вставляли туда название. То есть, когда, видимо, было замечено, что когда обрабатываются пчелы против клеща, то пчелы поражаются грибовной очень сильно, да, то есть известкование, это получается окаменение, это результат борьбы с клещом, так сказать, дает совершенно другой эффект. Так вот, с помощью полимера можно достичь, так сказать, и того, и другого. То есть и с клещом вы будете иметь большой эффект, значит, да, поражения клеща, и в то же время, значит, грибок тоже не будет развиваться. И вот эта вот гнильца, вот эта европейская особенно, да, она тоже, значит, поддается вот этому полимеру в очень большой степени. То есть вот здесь вот вы посмотрите на эти таблицы, и вам все станет ясно. То есть лично я пользуюсь полимером уже 6 лет, но это бытовое использование мое личное, то есть я не боюсь инфекций никаких, потому что при мне всегда есть вот эта вот вещь,
Вот, Елки ну, не исключено, потому что, ну, я знаю, что подмор сокращается на 35%, подмор сокращается. Потом целая инструкция существует по применению просто в своем огороде и вообще в сельском хозяйстве, как его применять, чтобы повысить урожайность на 35%. Да? Вот. Улучшаются вкусовые качества плодов. Очень много всяких факторов. Но вы нам это можете Название продемонстрировать или предъявить, может быть, купить, продать вот этот Предъявить, флакончик? ну, мне его... Мы испытаем на узбурке этих самых пчелах. Вот с этой целью, собственно, и сообщение мы. Именно с этой целью. Сообщение хорошее. Вот. Значит, да, еще что. И Алтуховский Анатолий, значит, который поставляет мне, ну как поставляет, присылает, поставки это, знаете, серьезно звучит, да, присылает, просто в личное пользование, но он так щедро присылает, при этом никаких денег, сколько я не просила его, ну, сколько это стоит, сколько он, значит, ну, понимаете, вам нисколько не стоит, потому что вы очень позитивно относитесь, он у вас не пропадает, вы его применяете, вы его раздаете, сказать. А что, бесплатно здесь всем дают в любых объемах или как? В Не, любых мы объемах желали бы его всем не испытать. дадут в любых объемах бесплатно, потому что Человека? разорится Да. человек, это же не... Нет, ну мне вот это непонятно. Непонятно. Ну, когда мы, значит, с подругой пришли со своей тарой, думая, что и еще захватили денег, думая, что ну сколько там нам грамм, так сказать, продадут, вот чтобы ну хотя бы испытать, потому что ну уж очень так звучит интересно, да? Так они нам налили по полторашке и при этом сказали, уберите деньги, с вас никаких денег не будет, но только сообщайте нам, как он действует, что значит вы То есть вы нам научный эксперимент нас предлагаете? Ну, понимаете, уже Картошку давно если побрызгать, не что будет? испытала, но Будет они продолжают собирать по сведения. Почему? Потому что, ну, мы же, ну, как сказать, ну, ни одна научная лаборатория не, так сказать, не учтет всех потребностей человека в том вообще, вернее, его фантазии, как он это применит. А так человек сообщит и скажет, вот да, я так применил. И это очень интересно. Вот, например, у моей мамы прошло рожистое воспаление ног, а это очень сложное заболевание. Вы наверняка знаете, что лечить его очень сложно, и практически оно не вылечивается. Человек немножко эту ремиссию получает, а потом, ну все равно всю жизнь, с тех пор, как заболеет, он всю жизнь уже этим страдает. То есть вот, до конца никто не вылечивается. А тут вот получился такой эффект. Не, можно попробовать, почему нет? Вы нам тогда выделите один флакончик. Значит, если он в 1984 году был, это был заказ, значит, партии правительства вот на такое, значит, новое поколение вещества, да? Вот только что я Производители прочитала. где находятся? А? Производители где находятся? Так вам и сказали, где находятся. Нет, у вас-то вы кому ходили Меня, с ну понимаете, полуторалитровкой. поскольку он еще, так сказать, скрывался парень довольно долго, только недавно он как бы рассекретился, потому что Израиль, так сказать, вздохнуть не давал. Вот у него есть производство, насколько я знаю, в Воронеже и в Стерлитамаке. А вы где вообще получаете? управляется это все в Москве. Вы где получаете? Через Да почту? я по почте получаю. Понятно. Была в Москве, получала, просто шла в этот институт, и мне наливали там по полторашке, один раз 3 литра налили. Вот, то есть это, вот причем 25% концентрат. Это очень, ну да, его не рекомендуется прямо в таком виде использовать. Надо обязательно разводить, а разводится он 5 минут там. То есть представляете, какая это экономия? А вот смотрите, у вас он этот с гелем, то есть этим, этот, Это вот разведение, это разведение вот 5 к 200, вот здесь вот у ну меня. хорошо, а в этом полторашке как ты зальешь сюда для разведения, то есть создать аэрозоль? Да, обычно. Да, обычное разведение, обычную воду взяли. А, просто там воду надо, да? Ну, сейчас через меня, либо я вам дам, если вы заинтересуетесь, Очень. организуетесь, Надо же поговорите с наблюдение производителем, вести, я надо дам же вам отчет прямой написать. совершенно Не телефон, просто так. чтобы вы напрямую договаривались, без посредников. То есть я не хочу быть никаким посредником, потому что я не специалист.
Вот, и он вам даст телефон пчеловода, который в Стерлитамаке, в горах, там у них горы есть под Стерлитамаком, у которого 50 ульев, и он говорит, применяет и радуется. То есть живой пример пчеловода где-то недалеко здесь. Да, вот сейчас, говорит, он на заработки поехал, не до зимней заработки, но на сезон приедет снова в Стерлитамак. Тогда просил у нее отчет хотя бы до начала. Как опыты проводили? Что там надо? А вот вопрос сразу насчет государственных испытаний. То есть были ли какие-то вот получены сертификаты на то, что это средство безопасно для человека? Или это вот так вот все производится, там всем Ну, раздается и вот там этот собирается? отчет, я не знаю, насколько он легальный, вот этот отчет. Вот Не очень знаю. хочется, да, знать Вот там не знаю. официальные документы. Ну, утверждали. с другой стороны, да, ну даже если нету официального, то что, как бы так пройти мимо, что ли? Ну, вы не интересовались, да, то есть, как бы официальностью всех вот этих Ну, испытаний? знаете, Ну как вот. что это бесплатно, как вы говорите, сразу пугает уже. Потому что в жизни ничего бесплатно не бывает. Нет, здесь все понятно. Здесь все понятно. Для эксперимента. Здесь все понятно, почему В жизни без бывает все, Да, в жизни бывает все, но я не думаю, чтобы для вас это было бесплатно. Потому что если вы решитесь на, значит, эксперимент, Назначим ему цену, и он... значит, это сколько вас решится, это же все будет от, ну, с калькуляцией того, сколько человек решится, на какое количество, значит, ульев он решится для испытания, это же нужна контрольная группа какая-то, да, и какая-то испытуемая, вот. И, в общем, в отчете, там, в принципе, все ясно, для меня все ясно, может, для специалиста не ясно, но поскольку я не разбираюсь, поэтому я не могу сказать. Кожу, дыхание, как ее, или просто распылять, что ли? Можно распылять. Распыляется. Там приветствуется, в общем, самое эффективное применение – это мелкая, очень мелкая дисперсия, то есть прямо облачко должно быть. Да, если Тогда не это знаю, самое эффективное применение. Вредно, вредно. Вот вы сказали, Ну, все, кому я давала полимер, они каждый используют по-своему. Вот сейчас вот раз вот пандемия якобы у нас и так далее, вот люди просто используют для того, чтобы на любой стадии остановить болезнь свою. Да? Любая простуда, любые там насморки, все это прекратится с помощью полимера. Вот, кашель там, неважно, отравление, любое отравление, потому что любой токсин, в общем-то, он нейтрализует. Все, да. Да, вопросов больше нет? Вот. А вот вы сказали, что это живой полимер, да? У нас уже А не Димитров будет взялся. так, что Да. вот в Мексиканском заливе, там нет, уничтожали тоже живыми какими-то веществами, да? Ну, потом За нам это расскажет. Если кто-то взяться, я с Получил, удовольствием да? делегирую. Я, наверное, тоже параллельно с тобой возьму. Вот не будет вот с этим веществом так же. Нет, просто если мы будем туда звонить, можно звонить, конечно, Поняла. 5 человек будет Вопросы параллельно, нет. лучше кто-то один Дело в будет том, этим что заниматься. вот, мини-общество. когда Да. взрыв в Чернобыле произошел, вот этот полимер очень активно там используется для чистки местности. Потом говорят, вот, От имени общества? типа, было Товарищ. все заражено, а сейчас как хорошо стало. Давайте, Никто ведь не я знает, что тогда- этим полимером были Телефон ее были обработаны зоны Чернобыля, Белоруссии и Брянска, куда вот это вот язык вот этот пошел ядерный. Вот. Были вот эти обработки, тихо, конечно, проходили. Ну что, люди в спецхалатах идут, откуда мы знаем, чем они там обрабатывают? А они использовали полимер. И поэтому там сейчас все благополучно. Говорят, что радиация не вредна, понимаете? Как тут судить? На вирус никто еще не проверял этот препарат? Конечно, проверяли. Проверяли? Вирусы, Уничтожают. у него очень странная особенность этого препарата. Вирусы это ведь такие существа, которые могут и положительную роль играть для человека, да? То почему-то он поражает только вредных. Как прополис пчеловод. А полезных нет, не выражает. Вот как так получается? Как серебро действует, знаете? Вот. Может быть, привлечь к опытам медакадемию, найти Вот человечка дело в том, там. что вот уже можем сельхозакадемию привлечь в лице Руденка. Руденка, да. Да, потому что он со мной беседовал на днях вот на эту тему. Он говорит, вообще, говорит, с одной стороны, тут непонятно для меня ничего, а как это все? Ну, понятно, это вопрос ученого, да, не пользователя, вот как я. Но, говорит, интересно, у меня есть студентка,
Если Гель Васильевич ей поможет, так сказать, куда-то на пасеку какую-то зайти, она, говорит, начнет это испытывать. А полимер, ну, через меня его абсолютно определенно можно, как говорится, добыть. Студентка уже Аспирант. взрослая уже? Да. Понятно. Очень хочет заниматься именно пчелами. Он говорит, я вот типа ищу тему, а эта тема интересная. Я говорю, Я же законопослушный. да, вот от вас полимер, от Гель Васильевича пчелы, и, пожалуйста, у нас аспирантка уже готова, так сказать, вот, испытывать. Уже наука, так сказать. Сейчас многие люди занимаются борьбой с коронавирусом. Каких только идей нет. Значит, можно, да, такое лирическое отступление по коронавирусу. Москвичи изучают потоки воздушные, как он летит. Значит, они заходят в метро, там, раз струйку, и смотрят, как струйка так вот. Кому в рот, кому из рук, вот так вот. Им хотелось узнать, как они все распространяются. А как, когда дверь открывается, все потоки туда, все придумали. Значит, в квартире должен быть поддув небольшой. Посетитель пришел, и все с него, значит, сдувается на того, кто сзади, если два посетителя. Вот. Теперь, значит, обнаружили, ну, люди, которые давно уже занимаются микрочастицами в воздухе и так далее, и так далее. Поскольку этот коронавирус имеет антенки, то на антенках скапливаются заряды, и он реагирует на электростатику. На электростатику. Можно его прилепить к себе, а можно его оттолкнуть к себе. Меня сейчас пишут мне статьи, поэтому я их не читаю, но кое-что вот так вот уяснил. Не моя область. И может быть вот эта штука тоже. Вот, интересно было узнать размер этих частиц аэрозольных, насколько они вот соизмеримы с этими размерами коронавируса. Если они несоизмеримы, то они могут и плохо взаимодействовать. А если соизмеримы, то могут и это самое. Насколько они зависят от музыки, да? Да. Ну это так вот, физическое состояние. Я думаю, что хорошее сообщение. Попробуем. Вот отчет. Вот у меня уже. А, все, отлично. Я этот возьму. Можно, да? Хорошо.